многие меня знали, там руководители сильно меня знали, ихние, Рамишвили, Сухишвили, между прочим, Мнешвили, Асухаев, Сухиев, Мойкасону Илья Сухиев. Ильич. Гуру района годис Меджлис хеухене, вот его родственники до сих пор там живут. О Майрону жил мага. Чистокровный осетин лучше меня разговаривал по-осетински. Садарис бич, если нодари, даузахет, нодари, садари, нодари. Ахломоди швилу. Иди сюда. А я там с ребятами, я там все, я никогда их не забыл. 16 лет я с ними провел, до нашего конфликта. А конфликт почему произошел? Ну, это, не знаю, после развала Советского Союза, сами знаете, сперва с абхазами, а потом с нами. Носки на Кавказе принадлежали осетинам. Там без этого. Кроме осетинов на носках никто не танцевал и не стоял. Кабардинцы никогда на носках... Грузины никогда? Никогда. Грузины никогда. Абсолютно никогда. Это осетинское. Что сохранило сванетие матери Грузии? К сожалению, некоторые люди осмелились сделать даже такое заявление, что грузины будто не умели стоять на носках. Мои хорошие, мои дорогие, только в одном сванском существует 9 различных видов церули, то есть танца на носках. Среди сванских церули сложнейшим является карцхувиссер. Это церули, когда танцор, стоя на носках, обходит круг и охватывает все крайние углы. Вот это танец картули, танцуют они. Почему по-грузински его называют лекури? Лекури – это чистый перевод на русский лакский. Вот эти движения картули, которые танцуют, гасму, которые делают, это лакский танец. Лакцы так танцуют. Даже по интернетам, если посмотрят, увидят ребята там в кругу танцуют ногами раз. Это лакцы. Лекури. Почему они говорят по-грузински лекури? Если это грузинский танец.